Хайырлы сәгатьтә, мөхтәрәм милләттәшләр, һезне Уралым тапшыруында сәламләйбез. Һаумыгыз. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы рады приветствовать вас на главной передаче челябинских башкир в программе «Уралым». Маргарита Лянги с восторгом о башкирских женщинах. Прекрасные женские костюмы национальные. Үдешенең офкалары лайыклы багаһын алды. Изготавливаем бетыл своими руками. И сегодня берег Бетыл не потерял свою актуальность. Челябинск посетила председатель гильдии межэтнической журналистики России Маргарита Лянге. Гостья из Москвы призвала южноуральцев больше обратить внимание на изучение культуры и традиций народов, населяющих нашу область. России пришлось пережить разные периоды истории, однако во все времена дружба и единство народов была основой мощи и силы нашей страны. Башкиры, четвертые по численности населения в России, прославились на весь мир как непобедимые воины, защитники своей родины. Прекрасные женские костюмы национальные, потому что это все-таки башкирки, они наездницы, и это отразилось. Большое количество металлических изделий. Все-таки видно, что это воины, это люди, которые перемещались. Да? Ну и, конечно, богатая культура, очень интересная, собственно, даже и природный ландшафт, и с удивительными пещерами, которые есть, загадочными вещами. Поэтому я думаю, что башкирская культура, конечно, неотъемлемая часть российской культуры. Собственно, сложно даже себе что-то представить без башкирской культуры и без башкир. И сегодня башкиры не потеряли качества, присущие предкам воинам. Выносливость, ум, ловкость, сила воли дают возможность современникам проявить себя в разных сферах. Например, спортивный дух башкир подтвердили наши ребята на межнациональном турнире по футболу, где сразу 3 национальные команды стали победителями. Турнир прошел практически на одном дыхании. Классная атмосфера, сплоченно все играли. В 2014 году создали команду «Салават». Все, вот, получается, 2 года играем. Папа теплен. На Южном Урале развитием и сохранением традиций, культуры и языка коренного народа занимается ряд общественных организаций. Один из них – Башкирский народный центр, которому в этом году исполняется 25 лет. Стоит отметить, данная общественная организация является прародителем башкирского Курултая области. Интересы местных башкир на государственном уровне поддерживает постоянное представительство Республики Башкортостан. Молодежь области объединяет СБМ-74. Мы проводим очень много разных мероприятий. Мы разделяемся на несколько отделов: культурно-массовые мероприятия, культурно-просветительские. Мне хочется как-то продвигать свою культуру, чтобы башкиры знали, что знали, что у них есть своя история, свои традиции. В заключительном выступлении гостья из Москвы Маргарита Лянге заявила, что у россиян есть возможность жить в 193 раза интереснее. Ровно столько народов проживает в нашем многонациональном государстве. Действительно, знакомясь с традициями каждой национальности, граждане нашей страны смогут приобрести жизненный опыт и мировоззрение, проверенные веками. Силәбе өлкәһенең Сосновка районында Галимов Сәләм исемендәге премия тапшырылды. Был әдәби бүләккә шагыйрьләр, язучылар, туган як тарихын өйрәнүчеләр, журналистлар дәгъва итә ала. Премия 2010 елда Силәбе өлкәһе әдипләре берекмәһе Акмулла һәм уның Сосновка районындагы филиалы тырышлыгы менән урындагы хакимият тарафынан булдырылды. Башкорт әдәбиятын үстерүчеләрне баһалауды, уларны рухландыруды, исемдәрен халыкка танытуды максат итеп куйган сара Көньяк Уралда гына түгел, тотыш әйләнә-тирәлә яхшы билдәле. Тәһүднең көсе зур дип әйтәләр. Худ кешене ультраля ала, терентәлә ала, шигърият ул гомумән матурлыкты халыкка иткерәләр дип уйлыйм. Халык йылы кабул итте дип уйлыйм. Чөнки шигърият бер касанда насарлыкка өйрәтмә әдәбият, шигърият. Публицистика номинацияһында Башкортстан язучылар союзы агзаһы Фәнил Бүләков, Нәфис әдәбият номинацияһында талантлы язучы шагыйрә Райхана Бикмөхәммәтова лауреат булды. Иң яхшы туган як тарихын өйрәнүче дип Юрий Завьялов танылды. Мин үзем простой рабочий, кладовщик булып эшләйм инде. Шигырь язып мин 99 елда баштадым. Инемде, әнкәемде югатканда шул вакытта минең шигырьләрем язылып килеп сыга башлады инде. Һәм минең 26 yaşında ölüp gitti. Şunda benim әллә калай даже ойламаган yerden келип сыга баштады. Менин биринчи күзләрем
вот эта премия, она меня подстегивает и дает возможность продолжать идти вперед в изучении родного края. Все началось с того, что очень часто к нам в Сиресинскую школу приезжали поэты и писатели башкирского народа. Постепенно у нас зародилось желание создать какой-то свой конкурс. И в связи с тем, что у нас очень многие изучали творчество Галимова Саляма, потому что он наш земляк, родилась идея создать литературную премию его имени. Сара байрам концерты менән тамамланды. Оештыручылар киләсәктә был әдәби премияны 5 елга бер тапкыр үткәрергә һәм аксалата бүләкте 9 меңгә тиклем арттырырга карар итте. Желание помочь окружающим в сознании человека заложено от природы. Отдавая что-то, мы приобретаем большее. Уважение, благодарность, признательность – это только часть награды за наши добрые деяния. В Сосновском районе в нескольких десятках километров от Челябинска живет уникальная женщина. Пенсионерка, многодетная мать, бабушка, общественный деятель Рабига Бикбулатова. Началась она 16-17 лет тому назад, когда я взяла одного маленького мальчика, сироту, и его отправила со 2 класса в Сибай город, лицей для одаренных детей. Вот так же быстро и без доли сомнений она вмешалась и в судьбу еще одного соседского ребенка. Уже несколько лет Алмаз Зарипов учится тонкостям игры на кларнете в соседней Уфе. Огорчало одно – все эти годы инструмент приходилось брать в гимназии, своего кларнета у мальчика нет. И вновь помогла вторая мама. Рабига Бикбулатова написала письмо лидеру общественного движения «Соцгород», а ныне депутату Государственной Думы Андрею Барышеву. Андрей Викторович Барышев у нас очень сильно большой друг, и во взаимоотношениях, наверное, с большим количеством общественных организаций, именно башкирского толка на территории Челябинской области, у него, наверное, самые добрые и хорошие отношения. Насколько я помню, во время выборной кампании, то есть на одном из объездов, он услышал о том, что мальчику, ему необходим был духовой инструмент в виде того же самого кларнета. После каникул в гимназию Алмаз Зарипов вернется с чемоданчиком, в котором лежит новенький кларнет. Пока же свой первый концерт на собственном инструменте дал маме и братьям, а нам пообещал учиться еще усерднее. Хотя куда уж больше, Алмаз и так круглый отличник. На днях состоялась премьера Аргаяшского народного башкирского театра. Коллектив на протяжении 26 лет занимается продвижением национальной культуры. Спектакль под названием «Йойгыр Калканда» «Повисла радуга над землей» актерам помогла воплотить в жизнь приглашенная из Башкортостана режиссер Юлия Саубанова. Для показа актерам сшили специальные наряды с национальным колоритом. Аргаяшский народный театр – это вообще коллектив уникальный. В плане того, что они настолько люди, преданные своему делу, они после работы находят время, приходят, репетируют. Они мне рассказывают историю, что помимо моей работы они тоже проводили какие-то свои читки, выбирают пьесы, то есть живут, дышат, и это достойно уважения на самом деле. Главная героиня – пожилая женщина по имени Рахия. Потеряла на войне отца и братьев. Всю свою жизнь она трудилась на благо Родины в родном колхозе. В свое время была даже депутатом, имеет множество заслуженных грамот. Но несмотря на все, она так и не нашла свою любовь и прожила жизнь в одиночестве. Спектакль напомнил многим зрителям об истории своих близких. Я давно не была в Аргаяшском доме культуры. Я просто так удивилась. Так мне понравились артисты, они как нас профессионалы. Мне очень понравилось. Дай Бог здоровья. Пусть они продолжают так работать. Мне очень понравился этот спектакль. Я бы тоже хотела разговаривать по-башкирски. И мне очень сильно понравилось это. Тоже хотела быть как они, быть взрослой и выступать. За годы существования театра поставлено множество спектаклей. Немало артистов прошли здесь школу театрального мастерства. А многие по сей день продолжают заниматься актерским ремеслом по зову сердца. У
Украшения, сувениры, подарки, сделанные своими руками, имеют особую ценность, ведь тот, кто делает его сам, передает частичку своей души. Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня я вам покажу, как можно сделать бетел своими руками. Из детства помню, у бабушки была подобная связка оберегов прямоугольной и треугольной формы. К сожалению, со временем ткань изветшала, но в нашей семье хранится молитва, сделанная моей прабабушкой. Здесь текст молитвы из первой суры Аль-Фатиха и 99 имен Аллаха. И все это аккуратно завернуто в фольгу, для того, чтобы бумагу сохранить от влаги. И сегодня оберег бетел не потерял свою актуальность. Для изготовления берега нам понадобится 2 кусочка любого вида ткани или кожи, мулине, карандаш для рисования на ткани, ножницы, иголка, синтепон или вата для набивки, текст молитвы, фольга или целлофановый мешочек. Для украшения оберега можно наносить любой рисунок на ваш вкус. Я выбрала 4-лепестковый цветок. Это символ безопасности, очень мощный мужской оберег, который раньше наносили на снаряжение воины разных народов. Цвет ткани красный, также обережный. Выбранный рисунок наносим на ткань и начинаем вышивать любым швом, каким вы умеете. Также для украшения бетел можно использовать бисер, пайетки или ленточки. Узор я нанесла с одной стороны, со второй стороны продублировала треугольник. Теперь аккуратно сшиваем между собой 2 треугольника. Чтобы оберег держал форму, я набиваю его синтепоном или ватой. Потом вкладываем молитву и сшиваем концы. Можно оставить узелок необходимой длины, и наш бетел готов. Присылайте свои работы и отзывы к нам на почту или выкладывайте в социальных сетях под хэштегом Уралым74. До новых встреч! Наша передача подошла к концу. Смотрите наш следующий выпуск 21 декабря в 17:55 на канале ОТВ. До новых встреч! Ошының менән тапшырыбыз тамам. Безнең киләһе сыгыш 21 декабрь 17:55 өлкәнең төп каналында булачак. Һау булыгыз! Hey!